Слово предоставляется Виталию Обидину. Здравствуйте. Я не очень хорошо умею говорить, пишу лучше. Я не буду говорить о вреде завода, не буду говорить об опасностях химпроизводства. Я не специалист в этих категориях. Но я долгое время в силу профессиональных обязанностей занимаюсь изучением и наблюдением за взаимоотношениями элит политических и экономических с обществом. И знаете, вот в западных странах, да, когда продвигаются проекты вот такие крупные, как текущий, там крупные компании действуют через систему лоббирования. То есть крупные финансовые круги, они вкладываются в конкретного политика, это сенатор, там, конгрессмен и так далее. Не то, что тут прям заносят ему взятки, они финансируют его предвыборную кампанию, финансируют какие-то его программные проекты и так далее, а он взамен продвигает их интересы. Но этот крупный политик, не будучи самоубийцей, он ни за что не будет просто продвигать. То есть он потребует что-то в ответ, да? Вот, у нас складывается такое впечатление, что у нас вот эта система лоббирования вообще не нужна. У нас эту систему лоббирования замещают исполнительные органы государственной власти республики. Любой крупный инвестор, который сюда зайдет и просто потрясет кошельком, он уже получит немедленно зеленую дорожку, раскатанную до самого горизонта. Понимаете, вот вспомните, вот не так давно наше правительство подписывало договор с компанией «Алроса» о развитии республики в 2010 году. Что они сделали, подписав его? Они его объявили коммерческой тайной и спрятали от нас с вами. Договор о развитии нашей республики спрятали от нас с вами. Это потому, что он в наших интересах или как? Сейчас у нас компания «Сургутнефтегаз», да, один из крупнейших плательщиков. Мы знаем все, что там сейчас местное население ленское с ними воюет, некоторые даже с оружием в руках, за право свободно проезжать по территории своей родной республики. Или мы вспомним нефтепровод ВСТО. Когда там случилась первая утечка, не пропускали никаких проверяющих, включая даже федеральный технадзор, пришлось подключать Госдуму, нашего депутата Федота Тумусова, и в ответ на его обращение ему прислали письмо, в котором обвинили его в том, что он примкнул к хору антироссийских подпевал. Это я дословно цитирую. Вот сегодня антироссийским подпевалой можно стать только засомневавшись в том, надо ли нам брать деньги у индусов и китайцев на развитие производства в Якутии. Понимаете, вот сегодня вот здесь собралось огромное количество людей, да? Чем отличается настоящий митинг, который по разнарядке, да? Тем, что настоящий митинг не состоит на 60% из студентов. Здесь я вижу в основном взрослые люди, там очень много детей, то есть это пришли люди с семьями, с детьми, то есть которые думают о своем будущем. И это очень радует. Но, знаете, сегодня была сессия у Тумена, да, и вопрос о проекте ТСР Заречье прозвучал. И вот мы сегодня с вами все собрались по поводу, которого нет. Егор Иванович заявил, что такого проекта нет, он не понимает, о чем идет речь. Вот как так? Вот 23 декабря он может приехать к Трутневу и привезти ему этот проект, а сегодня, 27 мая, он говорит, что проекта нет. И я иногда отказываюсь просто понимать. Поэтому мы сможем отставить свои интересы только вместе и не проявляя равнодушия. Большое спасибо всем, кто пришли. Это очень важное дело, очень важный шаг. Спасибо.